ребята, дорогие подписчики, всем привет! Хочу немножко рассказать вам про двигатель L15B. Такой вот движок. Это у нас движок от Везеля конкретно. Базовая, сама база блока, она у всех практически современных Honda одинаковая. То есть этот двигатель, в принципе, база егошняя, она установлена на всех поколениях Honda с 2014 по 2019, 2020 год даже. Вот. Единственное, что оно потерпело модернизацию в 2019 году. Была как бы рестайл автомобиля, и они модернизировали немного данный двигатель. В общем, сейчас немножко буду рассказывать вам о его болезнях, болезнях этого двигателя, какие профилактические работы вам необходимо делать с этим двигателем, чтобы он более-менее нормально ходил. Мое предположение по Honda, как они, японцы, в принципе, избавляются от этих двигателей, от этих автомобилей Honda. И есть, я их тоже как бы скажу, но я опять же повторюсь, что это предположение, как я вижу, так я и говорить буду сейчас об этом двигателе. И вообще в целом о Honda. В общем, ребята, ставили эту установку в спарку с двумя коробками. Первая коробка — это на гибридах роботизированная коробка, вторая коробка — это вариаторные Honda, которые не гибриды. Вот. Двигатель у нас полторашка, четырехцилиндровая, рядная, обычная, как бы имеет свою систему. Система газораспределения у него построена типа как в ТЭК, но это не в ТЭК уже, это уже современная технология iFTEC. То бишь здесь установлена муфта, VTC называется. Вот, эта муфта у него первая болезнь этой Honda. Выходит из строя эта муфта на 2014 годах машинах. От 2014 до 2019. Тут стоит обычная муфта, которая как бы имеет там палец, он у него такой типа конусообразный. И вот этот конусообразный палец-то каким-то образом-то там разламывает механизм. Там лепестки есть 4 штуки, он их ломает или трескаются. В общем, первая проблема этой Honda в том, что бывает владельцы при заводке на холодную обращают внимание, что у них первые секунды идет треск. Вот такая вот как бы есть проблема. Потом работать начинает нормально. Но треск, да треск вроде бы, кататься бы, докататься, да на самом деле не все так просто. Этот механизм iFTEC, он очень жизненно важен для этого двигателя, и он должен работать вообще в идеале. То есть здесь, когда такое происходит, когда происходит поломка данной муфты, у него сбиваются фазы газораспределения. То бишь он немножко неправильно ставит степень сжатия с помощью своих клапанов. То есть фаза распределения начинается быть сбитой. Из-за этого двигателя начинают давать пропуски, начинают троить, начинают даже вплоть до бывает, что и глохнуть начинают. Как бы кидают различные ошибки по неправильной системе. Как же эта ошибка-то у нас? Короче, связана она, как-то пишется, недостаточная производительность системы отработанных газов и топливной системы. Вот так вот как-то она, гласит, эта ошибка. Я забыл ее номер, сейчас не подскажу, но в принципе это так и есть. Бывает, эта ошибка выскакивает не из-за муфты ВТЦ, бывает она выскакивает из-за того, что у него зазоры на клапанах взбиваются. Кстати, по регламентным работам этот мотор надо регулировку клапанов проводить каждые 50 тысяч километров. Это как обычный жигулевский мотор, и у него сбиваются от плохого бензина, от повышенного октана, от пониженного октана, и от всего некачественного топлива сбиваются у него зазоры тепловые меж клапанов. Поэтому это как бы неотъемлемая часть, его надо регулировать периодически. Также
Дроссельная заслонка у них очень сильно быстро грязнеет, как бы, потому что она не как у Тойоты. У Тойоты она тефлоном покрыта, а здесь она обычная медная заслонка. На медь очень сильно налипает грязь, поэтому каждый год, по идее, надо чистить эту заслонку, можно даже почаще. Вот. Заслонку обязательно надо проводить с адаптацией на компьютере. Этот двигатель полностью регулируется компьютером, то есть это уже умная машина. Комп здесь отвечает за каждую систему. Здесь куча датчиков, которые в принципе отвечают за весь двигатель. Ну там как бы так. Есть датчик коленчатого вала, датчик распределительного вала. Кстати, датчик коленчатого вала у него находится вот здесь. Вот он. Датчик распредвала у него тоже находится вот здесь, с этой стороны. Ну, также датчики у него расположены давление в коллекторе. Датчик МАПа. Очень важный датчик, кстати. Датчик МАФа. Датчик, который стоит на воздушном... на воздуховоде, короче, вот так вот. Ну и что тут еще? В принципе, электронная дроссельная заслонка, которая тоже, в принципе, компьютером вся регулируется. Также у него стоит помпа электронная, уже на гибридах идет она. Вот. На обычных машинах, по-моему, там обычная помпа стоит, но на гибридах электронная. Почему они так сделали? Потому что гибрид бывает отключает двигатель, но система печки и всего остального должна продолжать дальше циркулировать, поэтому они запитали дроссельную заслонку на 12-вольтовую линию. Насос кондиционера у него от высоковольтной батареи питается, как бы так. Что тут еще у него? Ну, много всякого понавешенного барахла. Та же самая система EGR. Вот она у него. Клапан EGR с этой стороны расположен. Адсорбер топливный стоит здесь, по-моему, это он есть. И также самая главная вторая проблема егошняя — это система ТНВД. ТНВД, вот он насос идет высокого давления, который до 180, по-моему, бар, что ли, он где-то так вот. Идет у него сразу рампа, в рампу и форсунки высокого давления. И самое что прикол, что форсунки у него непосредственного впрыска. То есть это мотор непосредственный впрыск имеет. Это его не самый главный косяк. Почему? Потому что плохое топливо, нагар весь, который образуется внутри камеры сгорания, он накидывается сверху прям на сопла форсунок. Форсунки таким образом не снутри забиваются, а снаружи. Очень часто я бы порекомендовал заливать в бензобак химию специальную, которая как бы отмачивает вот этот нагар и чистит форсунки, то бишь пробивает эти сопла от нагара. И если этого не делать, то форсунки тоже приходят в негодность очень быстро. По ценам, в принципе, мотор, как сказать, если его сравнивать относительно с двигателями Toyota, он относительно дешевый. Если его сравнивать с чем-то другим, ну не знаю, 60 тысяч сейчас. Мотора эти стоят где-то от 30 до 60 тысяч рублей. Вот, всегда по-разному. То есть как попадется. Бывает и дороже даже просят. Вот если на нем все навеснуха есть, форсунки, катушки, все вот это навесное, то он стоит 60-80 тысяч, бывает даже. Вот. Бывает меньше, поэтому тут как повезет, кому какое состояние. Вот этот мотор пришел с 58 тысячами километров. Я думаю, в принципе, моторчик неплохой. Мы будем его ставить на данного везеля. Вот он везель. До этого мы пытались на него поставить рестайлинговый мотор от 2019 года. Это егошний старый мотор. У него уже проблема с ВТЦ, с газораспределением. Поэтому мы его убрали. Но поставили сюда мотор вот такой вот. Он тоже контрактный, хороший, все, попался. Но он от 2019 года, и он уже рестайлинговый, и у него что-то не подружился компьютер с системой ТНВД. Вот. То есть машина, в принципе, глохнет. Работает несколько секунд, и компьютер уходит в ошибку. В общем, вот такие, ребята, дела. Дальше, что хочу сказать про данный мотор.
Основные две проблемы, я еще раз сказал, муфта ВТЦ и ошная система топливная. Ну и, в принципе, наверное, все. Все остальное сделали довольно-таки грамотно там. Поршневая группа у него хорошая. Как бы все, в принципе, мотор нормальный. Но почему-то с завода на них ставили еще не очень качественные сальники. Вот что могу сказать, что сальники не ходят даже до 150 тысяч километров. Бывает, их выдавливает. Вот. Сальник коренной. То ли плохого качества был, то ли исполнения. Бывает у него болезнь, течет из-под вот этой крышки. Тут герметик рассыхается и начинает ссать, как бы так. Что еще у него? Были такие приколы у нас, когда в блоках образуются трещины, микротрещины. Вот здесь, допустим, может микротрещина образоваться, либо вот с этой стороны. Вот где болтовое соединение, вот здесь вот может микротрещина быть, и оттуда начинает ссать масло. Причем оно так бежит, что как бы только при нагреве, и ты его никак не спалишь, что оттуда бежит. Очень трудно этот момент поймать. Поэтому люди меняют по 10 раз вот эти сальники, думают, перегермечивают крышки. Ну, у нас такой был случай, мы 5 раз мотор снимали, как бы так. В общем, геморройный мотор в этом плане, не знаю, у Toyota такого не бывает, в принципе, чтобы вот такой был прикол. Ну, Honda сделала вот это вот. Вот проблема бывает у него с вот этими вот датчиками. Вот эти вот соленоид здесь стоит. Тоже бывает, выходит из строя. Что тут еще, в принципе? Катушки нормально у него всегда ходят. Свечи тоже, в принципе, живут на этом моторе нормально. Но прикол такой бывает, что если у него пробивает какая-то свеча или катушка, то он бывает даже компьютер в ошибку, ну, как в аварию угоняет. Прям даже на рабочей машине, когда она в движении. Просто отключает бортовуху, все, тушит и до свидания. Бывает, ошибки даже не выдает, просто глохнет машина постоянно. В общем, такое тоже бывает. Вот все проблемы ошни, в принципе, я перечислил основные. Вот. Мотора эти, они ставились на степ-вагоны. Есть турбоверсии моторов, это на Honda Jade, обычная бензиновая версия, турбомотор. Есть степ-вагон на турбо тоже. Что еще у нас еще? Ну, а так, в принципе, фитовый мотор, он похожий. Блок у него все то же самое, только у него нету системы ТНВД. На обычном моторе Лебе нету системы ТНВД. Вот это вот Fit выигрывает в этом плане. Fit, Grace, такие машины, как... Ну, этот мотор ставили уже на Фриде, на степ-вагоне, на Джейде, на Везелях. Все, что более как бы должно быть, типа как кроссовер, что ли. Вот. И более большого класса автомобилей. Вот. Фит туда не относится. Аккорд, в принципе, там немножко другой моторчик, немножечко они его изменили. То есть там, в принципе, у аккордов мотора получше будут, конечно. Также и у Сиервухи, я думаю, что, в принципе, там чуть-чуть модернизированный мотор, чуть другой. Но там тоже есть система непосредственного впрыска, и тоже этим он плохой. Вот. То есть это его не основной минус. Но он вообще, по идее, в Японии это плюс, потому что в Японии они как бы, у них хороший бензин, и система непосредственного впрыска дает ему хороший приход. Но этот мотор нифига не для России, как бы так. Он задушенный экологией. Экологию на нем лучше сразу отшивать. Клапан ЕГР сразу надо отшивать и ездить без экологии. Также на Хонде есть очень плохая кнопочка, это Экон, экология. Многие катаются на этой кнопке, думая, что она, в принципе, приносит какую-то пользу по экономии. На самом деле это кнопка, которая включает клапан ЕГР, и ваши газы все начинают ходить внутри системы. Ну, то есть внутри двигателя. И еще тем хуже засирает его. Система ЕГР очень сильно его коксует. Также и форсунки, как бы из-за этого у него быстро-то и грязнеют.
Особенно где плохое топливо, где очень много сероотложений, этот мотор как бы приходит в негодность быстро очень. Даже до 150 не доживают мотора. Вот, что хотел сказать. В условиях нашего крайнего севера, в Якутии, этот мотор я бы не сказал, что он положительно ходит. Не очень хороший мотор. Вот. Что еще, в принципе? С другой стороны, он ремонта по пригодности, ну, навеснуху всю можно поменять. А если проблема с газораспределением случилась, ценный конь. То есть сама муфта ВТЦшная стоит 20 тысяч рублей. От 18 до 20 тысяч рублей муфта стоит на него. Плюс работа. То есть стоимость ремонта мотора стоит примерно как сам мотор. Поэтому проще иногда бывает купить мотор, чем что-то с ним делать. С теми же самыми форсунками такая же история. Форсунки в магазине стоят в Хабаровске, допустим, в Honda магазине от 45 до 60 тысяч рублей бывают в разбеге. Поэтому форсунки, когда что-то с ними случается, а с ними случается очень часто, загрязнение как бы, тоже люди не хотят платить каждый раз, выкидывать на такие форсунки. А брать форсунки, которые уже с такого мотора, с беганого, тоже это кот в мешке. Поэтому ничего хорошего как бы. Тут как бы палка о двух концах, всегда есть какие-то риски. Новая всегда есть новая, но те же самые форсунки новые ставить на грязный мотор уже не поставишь. Мотор надо полностью обслуживать перед установкой новых форсунок. Поэтому здесь очень много но. Ну а так что, в принципе, любит хорошее масло. Промывочки иногда надо профилактические проводить. Надо иногда проводить промывочку профилактическую по форсункам. Ну и все, в принципе, кататься. Кто, в принципе, шарит в этой теме, там, в ремонте, тому, в принципе, можно иметь такой мотор и такую машину. Кто не очень и у кого нет денег, тот сильно прилипает. То есть, если тут что-то с ним случилось, ремонтировать надо до победного. Пока ты все круги ада не переберешь, как бы так, то ничего, ты к хорошему результату не прибудешь. Надо здесь делать все поэтапно, делать, пока есть деньги, как бы вкладываться. Но, а с другой стороны, может и не надо. Может надо просто купить контрактный мотор и надеяться на везение, что будет все хорошо. Что этот мотор пришел в хорошем состоянии, он встанет и будет ходить. Ну а дальше его просто надо за ним нормально ухаживать, делать профилактические работы, а не доводить его до плохого состояния, как вот этот мотор довели, допустим. Если машину доводят до плохого состояния, то смысла нет за него бороться вот так. В принципе, все, что хотел сказать про мотор LEP, про Honda в целом. Вот. Подписывайтесь на канал, много чего интересного можете узнать. Вот, всем пока.